Несмотря на юбилей, в Государственной инспекции по карантину растений обычный день. Сотрудники учреждения на местах, каждый занят своим делом. Тем не менее, сегодняшний день для каждого из них особенный. Основная задача карантинной службы направлена на защиту растений, а также предотвращение попадания в нашу страну особо опасных вредителей, которые могут стать причиной болезней растений. Более того, специалисты карантинной службы совместно с другими ведомствами часто ведут борьбу с вредителями. На сегодняшний день штат ведомства составляет около 100 человек. Работает два основных отдела – внешний и внутренний, а также лаборатория. Основная задача лабораторной экспертизы заключается в установлении наличия или отсутствия зараженности завозимого в страну материала карантинными организмами, то есть определение его карантинного состояния. При проведении экспертизы нужно обращать внимание на наличие не только карантинных, но также некарантинных вредителей. Нельзя ограничиваться констатацией факта, а необходимо принять меры к обеззараживанию такого материала. Путь становления Государственной инспекции по карантину растений нелегкий. В свое время работать приходилось даже без техники, но сотрудники ведомства всегда находили пути решения проблем. Сейчас лаборатория инспекции оснащена необходимой техникой, обеспечены всем нужными районные инспекторы. Но все же инспекция испытывает некоторые трудности. Например, не хватает опрыскивателей, которые так нужны в работе, говорят специалисты. Сегодня я смело могу сказать, что в каком районе республики нашей, какие вредители болезни преобладают, как нужно с ним бороться. Я с гордостью могу заявить о том, что сегодня наша карантинная инспекция, специалисты очень высококлассные. У нас есть фумигационный отряд, то, чего раньше не было. Но, к сожалению, мы с поставленными всеми задачами можем справиться, но, к сожалению, у нас техники мало. За время своего существования Государственная инспекция по карантину растений сменила несколько руководителей. Сегодняшние успехи всего ведомства – это заслуга каждого из предыдущих руководителей, говорят сотрудники. Я хотел отметить прежнее руководство. Они тоже очень много всего делали и приложили немало труда в трудные годы. Хочу отметить первого руководителя нашей организации, это Вартагал Анзор Тышкович. Это послевоенное время при нем создалась эта служба. Правда, было тяжело, я слышу его рассказы. Вот. Последующий руководитель был Агарба Альберт Александрович, уважаемый человек, знающий свое дело. Его заместитель Бигва Вадим Нович, хочу отметить этого человека. При нем, при этом тандеме наша организация добилась соглашения с Российской Федерацией. Фитосанитарный сертификат был авторизован. У ведомства с каждым днем все больше задач. Сотрудники со всей ответственностью подходят к своему делу. Тем самым они доказывают, что способны справиться с задачами любой сложности. Сария Смырлеон Адлиба, Абхазское телевидение.